Всем добрый день! Вы смотрите первый урок от компании Cifron, и это знакомство с площадкой LocalBitcoins. Итак, сейчас мы находимся на сайте localbitcoins.net. Перед собой видите английскую версию сайта. Чтобы поменять ее на русский, вам нужно опуститься в самый низ, выбрать русский язык. Чтобы он до конца перевелся, вам нужно выбрать любой вариант оплаты, либо просто что-то изменить и обновить. Отлично. Итак, что такое LocalBitcoins? LocalBitcoins – это то же самое, что Авито, то самое, которое вы знаете. Авито – это площадка для обмена вещами на деньги, а LocalBitcoins меняется биткоинами на рубли. Перед собой вы видите две вкладки – это быстрая покупка и быстрая продажа. Что это такое? Площадка рассчитана на конечного пользователя, на клиента, у которого есть какое-то количество биткоинов. Например, он их намайнил, получил зарплату биткоинами. Во вкладке «Быстрая продажа» он эти биткоины может продать. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Сумма – это ценовой диапазон, в котором мы будем искать. Оставим без изменений. Рубли – это валюта. Дальше страна, Российская Федерация. И выбираем варианты в виде перевода через конкретный банк. Конкретный банк – это может быть какой-то Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, ВТБ и еще какие-нибудь банки. Итак, нажимаем кнопочку «Поиск», и наша страничка обновляется. Что мы здесь видим? Мы видим различные предложения разных продавцов, трейдеров. Имя трейдера находится вот здесь. Дальше написано количество сделок этого трейдера. И в дальнейшем написано его рейтинг. Рейтинг – это количество положительно заключенных сделок. Зелененький кружок означает, что трейдер отвечает достаточно быстро. Далее у нас есть способ оплаты. Здесь у нас написано переводы через конкретный банк и написано любой банк. Вариантов здесь много. Это может быть Тинькофф, Сбербанк, ВТБ. В дальнейшем у нас написана цена за 1 биткоин. Это курс, по которому эти трейдеры хотят у вас купить биткоин. А вы готовы эти биткоины продать. Самая выгодная цена для клиента, конечно же, самая верхняя цена, самая высокая цена. По этой цене однозначно я бы стал продавать свои биткоины. Ограничение – это диапазон, в котором я могу продать. Допустим, у конкретно этого трейдера я могу продать за 14 200 рублей. Что я сделаю? Я нажму кнопочку «Продать». У меня появится окошко со сделкой, но эту сделку провести я не смогу, пока не зайду на свой аккаунт. Поэтому перейдем сейчас в сделку, и я покажу, как зайти на аккаунт. Итак, вот у нас загрузилась сделка. Мы можем выбрать только 14 200, так как это минимальная и максимальная сумма. Количество биткоинов – это столько. Чтобы начать торговать, нам нужно зарегистрироваться. Итак, давайте зайдем. Имя пользователя. И зайдем на площадку. Итак, давайте снова переименуемся. Способы оплаты через конкретный банк. Быстрая продажа. Вот уже у нас другой участник. Цена, кстати, изменилась, уже 621 600. Нажимаем кнопочку «Продать». У нас появляется вот такое окошечко. Мы можем выбрать то количество биткоина, которое хотим продать. Выбираем, например, вот столько. Это вот такое количество биткоина. Здесь можно написать определенное сообщение трейдеру для контактной связи и отправить запрос на сделку. Итак, здесь у нас написано условия сделки с этим трейдером. Это нужно обязательно прочитать, потому что это те условия, при которых вы создаете сделку. Если вы нарушите эти условия, то биткоины вы не получите. Либо деньги. Либо продать, либо покупать. Окей. Перейдем теперь на момент купить биткоины. Здесь мы можем биткоины купить, если нажмем кнопочку «Купить», как клиенты. То же самое. Откроется окошко сделки. Но мы с вами будем теми самыми трейдерами. Мы будем выставлять с вами объявления. Так как для клиента это быстрая покупка и быстрая продажа, то для нас, для трейдеров, все зеркально, все наоборот. Там, где клиент продает, мы с вами будем покупать. Итак, выбираем диапазон, не будем ставить, рубли, Российская Федерация и переводы через конкретный банк. Мы будем через именно этот способ оплаты покупать. Мы как трейдеры покупаем через вкладку «Быстрая продажа».
Дальше, что мы делаем? Мы смотрим рынок, мы ищем нашего ближайшего конкурента, с кем мы будем конкурировать. Нам нужен, например, у меня есть карта Сбербанка, поэтому давайте будем искать Сбербанк. Итак, на любой банк, даже Сбер, без комиссии. Отлично. Вот наш ближайший конкурент, и у него самая вкусная цена, самая высокая цена, на которую, скорее всего, однозначно клюнет покупатель, клиент. Нам нужно выставить точно такое же объявление, и цена нам нужна гораздо вкуснее. Предлагаю делать интервал, шаг в 100 рублей. То есть цена, по которой мы выставим наше объявление, будет 622 200 рублей. Это цена за 1 биткоин. Например, мы создали объявление и закупились на 50 тысяч рублей. Давайте сразу запишем эту цену. Мы покупаем по цене 622 200 рублей. Записали. Итак, мы покупаем оптом на 50 тысяч рублей, например. Дальше мы переходим во вкладку «Быстрая покупка». Продавать мы будем маленькими частями. Купили батон хлеба, разрезаем на маленькие кусочки и продаем. Соответственно, намного дороже. Выбираем диапазон 500 рублей и нажимаем «Поиск». Опять же, точно так же ищем ближайшего конкурента. Этот конкурент у нас первый, и цена у него 643 566 рублей. Чтобы встать над ним, чтобы все клиенты пошли к нам, а уже потом к ним, ко всем остальным трейдерам, нам нужно цену выставить на 100 рублей меньше. То есть человек хочет купить подешевле у нас. Поэтому мы выставим цену 643 466 рублей. Давайте сейчас мы запишем эти две цены. Цена продажи 643 566 рублей. Хорошо, записали. А теперь запишем формулу, по которой мы будем считать разницу. Итак, разница равно цена продажи минус 2,5% и минус цена покупки. Считаем все вместе. 643 466 рублей минус 2,5% и минус 622 200 рублей. У нас получается разница 5179 рублей. Разница – это чистая прибыль, которую мы с вами получим, если купим и продадим 1 биткоин. Теперь давайте посчитаем процент прибыли. Процент прибыли равно разница, которую мы с вами получили, 5179 рублей, нужно разделить на цену покупки. Цена покупки у нас 622 200 рублей. Давайте посчитаем. Разделить на 622 200 и умножить на 100. У нас получилось 0,83%. В данный момент мы с вами заработали бы 0,83%. Теперь давайте посчитаем, сколько мы заработаем, если купим и продадим не 1 биткоин, а на 50 тысяч рублей. Например, что нужно сделать? Нам нужно 50 тысяч рублей умножить на 0,83%, разделить на 100, если мы набрали только 0,83, и мы с вами получим чистую прибыль. У меня получилось 415 рублей. То есть, купив и продав 50 тысяч рублей, мы заработаем сверху 415 рублей. У нас будет и 50 тысяч, и 415 рублей. Отличный механизм, я думаю, понятен. Очень важно, запишите, что разница должна быть больше 5000. Только тогда стоит вообще заходить на рынок. Почему? Потому что если вдруг биткоин пойдет вниз в момент нашей работы, то у нас есть вот этот вот гэп, интервал, который нам хотя бы даст либо небольшой плюс, либо 0, но точно не минус. Если биткоин пойдет вверх в момент нашей работы, то мы заработаем с вами еще больше. То есть это условие, при котором стоит заходить на рынок, и при котором вы в минус не уйдете. Потому что это безубыточная торговля. Еще раз запишите, если разница меньше 5000, мы на рынок не заходим. Если больше, то заходим. То, что мы сейчас с вами обговорили, это стратегия 20.
Чуть попозже расскажу, что это такое. А сейчас давайте посчитаем и посмотрим стратегию 80. Для начала сделаем все то же самое. Чтобы купить биткоин, мы заходим во вкладку «Быстрая продажа», убираем сумму 500 рублей, оставляем значения все, какие есть, и нажимаем «Поиск». Остался трейдер тот же самый, он все еще ищет клиентов, возможно, уже несколько нашел, но у него все еще есть денежки, поэтому он продолжает покупать битки. Запишем цену. Кстати, цена изменилась, да? Заметьте. Цена покупки 622 501 рубль. То есть по сравнению с предыдущим нашим подсчетом цена увеличилась, рынок начал расти. Отлично. Записали цену 501. Переходим во вкладку «Быстрая покупка». Выбираем сумму, давайте 500 рублей. Но выбираем уже не переводы через конкретный банк, а платежную систему Kiwi. Нажимаем обязательно «Поиск». Без этого страничка у вас не загрузится. Здесь очень просто находить конкурента, он сразу первый. Его цена 656 800 рублей. Но заметьте, что рынок основной находится по другой цене. Сейчас в основном все стоят на цене 658 тысяч, 658 800, 900, 800. А вот этот человек, он очень сильно роняет рынок, аж на 2000. Почему? Кто бы знал. Возможно, он хочет быстрее продать, поэтому самую вкусную цену ставит. Может быть, ему вообще без разницы, какая цена, он там, не знаю, подарили ему биткоины, он хочет их быстро продать. Ориентироваться мы будем с вами на цену второго человека, потому что этот своих клиентов соберет и уйдет с рынка, его объявление пропадет. И следующим будет именно цена по рынку. Поэтому давайте смотреть цену конкурента второго участника. Какую цену мы с вами запишем? Да, подсказываю. 658 778 рублей. Все верно. В таком случае мы встанем между ними. Как только этот человек уйдет с рынка, соберет всех своих клиентов, то мы станем следующими. Подгонять по цену демпинга лучше не стоит. Зачем ронять рынок, если мы можем встать по рынку? Подождем мы с вами 5-10 минут, и этот человек точно уйдет с рынка. Отлично, записали. Итак, как посчитать разницу? Нам нужно из цены продажи вычесть уже 3,5% и вычесть цену покупки. Давайте считать. Итак, у меня получилась разница 13 200, можно сказать 20 рублей. Округлим. 13 220 рублей. Это прибыль чистая, которую мы с вами получаем, если купим и продадим один биткоин. Теперь давайте посчитаем процент прибыли. Процент прибыли, надеюсь, вы помните, как считать. Это разница 13 220 разделить на цену покупки, это 622 501, и умножить на 100. У меня получилось 2,1%. В данный момент мы можем с вами заработать 2,1%. Чтобы узнать, какая прибыль именно с нашего оборота, вам нужно оборот свой, например, 50 тысяч умножить на 2,1%. 2,1 умножить на 50 тысяч получается 1050 рублей. Мы с вами сейчас можем заработать. Наверняка у вас возникает вопрос, как быстро можно прокрутить 50 тысяч. Ответ на этот вопрос может быть разным. Все зависит от рынка. Продать вы можете сейчас за 30 минут. Новички это делают за час-2 часа. Старички делают это минут за 20-30. Кто более опытный. Но опять же все зависит от рынка. Если рынок стоит, то и продавать вы будете долго. Может быть 3 часа, 4, 5, день. Что такое 3,5%? Давайте определим. 2% забирает Local Bitcoins, 1% за покупку, 1% за продажу. 0,5% берет себе компания Cifron, трейдеры, которые для вас закупаются. Об этом мы тоже поговорим. И 1% берет на себя вывод с платежной системы Kiwi. Да, мы умеем выводить под 1%. Стратегия, про которую мы сейчас говорим, это стратегия 80. Давайте определим, чем же отличаются данные стратегии. Итак, у нас есть два пакета. Стратегия 20 и стратегия 80. Давайте поговорим о стратегии 20. Стратегия 20 подразумевает под собой
стоимость обучения 20 тысяч и гарантию по договору от компании 20 тысяч рублей. Если вдруг вы не заработаете в первый месяц 20 тысяч рублей минимум, компания вернет вам деньги за обучение. Какие есть условия для этого? Первое – это в среднем 3 часа работы в день, количество дней в месяц 24 дня, и оборот, который у вас должен быть, это 0,04 биткоина плюс 40 тысяч. Сейчас объясню, что это такое. 0,04 биткоина – это условие local. Что это значит? В кошельке на площадке Local Bitcoins, чтобы иметь право торговать, у вас должно быть на счету 0,04 биткоина. Это примерно в данный момент около 30 тысяч рублей. Эти деньги, они не заморожены, никто их не отбирает у вас, они у вас просто лежат на счету, чтобы иметь право торговать. Если ваш оборот в кошельке уменьшается, становится ниже, чем 0,04 битка, то ваше объявление видно не будет. Поэтому для работы на стратегии 20 вам нужно иметь 0,04 биткоина и еще сверху 40 тысяч рублей, которые вы будете оборачивать. Вы будете покупать на 40 тысяч рублей и продавать на 40 тысяч рублей. В таком случае компания гарантирует вам, что вы заработаете за месяц минимум 20 тысяч рублей. Минимальная закупка может быть от 20 тысяч рублей. Но желательно иметь дополнительно 40 тысяч. Это мы сейчас говорим про стратегию 20. Теперь про стратегию 80. Стратегия 80 подразумевает под собой гарантию дохода 80 тысяч рублей. Средняя работа это 5 часов в день. Что такое 5 часов? Это может быть вы за 3 часа управитесь, а может быть и за 7. Все зависит от рынка. Сейчас рынок может стоять и быть очень скудным, а может быть очень динамичным. Вы можете зарабатывать очень много в один день. Здесь оборот нужен 0,04 биткоина и 100 тысяч рублей. 100 тысяч это в среднем, чтобы оборачивать и иметь гарантию дохода. Здесь вы можете иметь и 50 тысяч рублей, но оборачивать их 2 раза. Например, у вас есть 0,04 битка и плюс 50 тысяч рублей. Если вы закупитесь на 2 раза, 24 дня в месяц, то вы однозначно заработаете 80 тысяч рублей. В чем еще разница между стратегиями? Это закупка. Вернемся на площадку Local Bitcoins. Чем же отличается стратегия 20 от стратегии 80? На площадке Local Bitcoins не каждый имеет право закупаться во вкладке «Быстрая продажа». Закупаться имеет право тот, кто имеет определенную лояльность со стороны Local Bitcoins. А Local Bitcoins должен быть уверен, что вы опытный пользователь, и вы справитесь с потоком клиентов. То есть не каждому дано. Чтобы получить право закупаться во вкладке «Быстрая продажа» и получить так называемый пальчик, который мы сейчас увидим, когда страничка загрузится, Local не говорит, что нужно сделать. Но по слухам мы знаем, что нужно прогнать через свой аккаунт около 10 битков. Только тогда, может быть, вы получите знак отличия от всех других участников, что вы имеете право закупаться. Да, вот страничка наша загрузилась. Вот тот самый пальчик, которого пока что у вас нет. Заметьте, сколько сделок совершили трейдеры, которые могут выставлять свои объявления во вкладке «Быстрая продажа». 20 тысяч сделок, 1000 сделок, 100, 3000, 40 тысяч, 500. Так вот, если вы прогоните через свой аккаунт 10 биткоинов, то, возможно, вам дадут такой же пальчик. А пока закупаться вместо вас будут наши трейдеры компании Cifron. Мы для вас закупим биткоины, отправим их вам, а вам остается лишь эти биткоины продать во вкладке «Быстрая покупка». Наши трейдеры делают то же самое, что мы с вами сейчас считали. Они смотрят, например, если это Сбербанк, то вторая строчка, цена 621 500, выставляют на 100 рублей больше и закупаются точно так же, как и вы считаете. Но это еще и не все. Мы решили, что стоимости это еще недостаточно, и поэтому сделали для вас рассрочку. Рассрочка по стратегии 20 – это оплата 5000 рублей, и затем рассрочка на 3 месяца по 5000 рублей. Здесь вообще супер предложение. На стратегии 80 оплачиваете 15 тысяч, в первый же месяц зарабатываете минимум 80, и затем каждый последующий месяц оплачиваете по 5000 рублей. Вот такой вариант рассрочки у нас есть.
Надеюсь, объяснил понятно. Если остались какие-то вопросы, что-то до сих пор не ясно, не уточнил, то спрашивайте этот вопрос у человека, который прислал вам первый урок. И хороших вам торгов. Спасибо за просмотр. Всем пока.